предпринимательской деятельности обязывает муниципалитет сделать оценку этого помещения и предложить предпринимателю оферту в виде договора, да, на продажу этого помещения и определить порядок выкупа. Администрация обжалует это решение арбитражного суда в Кирове во второй инстанции. Опять проигрывает. Это, значит, уже есть решение суда Кировского суда, арбитражного, значит, второй инстанции, где администрации предписано продать это арендуемое помещение. 10 марта у этой предпринимательницы заканчивался договор аренды. 9 марта она с администрации получает письмо, что 10 марта в 10 часов утра она должна освободить это помещение и передать по акту приема передачи муниципальным органам власти при наличии двух решений суда. Вмешалась прокуратура, вмешался уполномоченный, вот хорошо пришел заместитель главы района. Значит, на сегодня ситуация вообще непонятна. Вообще непонятно, каким образом дальше будет действовать администрация муниципального образования и как, значит, дальше этот предприниматель, собственно, то имущество, которое... И таких примеров масса. По 159-му ФЗ часто, их просто масса. Кто в какой сфере, так сказать, сталкивался, вы себе, так сказать, зафиксируете эти моменты. И если что-то добавить по тем проблемным вещам, которые я озвучил, можно, да, либо какие-то новые, то, что мы не охватили, то, что мы не рассматривали в ходе наших круглых столов, об этом мы сегодня поговорим, а далее я, с вашего позволения, сейчас я быстро пройдусь, потому что времени у нас не так много, а далее дам слово прокуратуре, но это главный помощник, вот, в частности, меня как уполномоченного, и это их, в общем-то, тема, они нам с вами, ну то есть я имею в виду себя и бизнес, помогают вот, с помощью своих представлений, с помощью своих, так сказать, административных возможностей преодолевать эти административные барьеры. Ну а дальше экспертам, кто пожелает, так сказать, да, я обязательно всем предоставлю слово. Значит, вот что, какие вещи у нас нарисовались по круглым столам, по административным барьерам. Первый блок вопросов касается земельных и имущественных отношений. Это, я буду говорить, что предлагали предприниматели на этих, так сказать, круглых столах и эксперты в том числе. Это упрощение процедур и сокращение в 2 раза сроков предоставления земельных участков для ведения бизнеса, преференции по предоставлению земельных участков предпринимателям, имеющим инвестиционные проекты. Инициирование утверждения единой методики оценки объектов недвижимости по кадастровой стоимости с учетом рыночных условий для ее достоверности и корректности на федеральном уровне. Завершение работы по разработке генеральных планов и схем территориального планирования в муниципальных образованиях для организации бизнеса в границах соответствующих территорий. Создание карты свободных участков, возможных для ведения бизнеса. Формирование земельных участков, прилегающих к земельным участкам, на которых ведется многоэтажное строительство без проведения аукциона. Возобновление работы межведомственной группы по организации сплошной инвентаризации и постановке на кадастровый учет линейных объектов на территории муниципальных образований. Сокращение в 2 раза процедур по получению разрешений на строительство, лицензий, подключению к электрическим сетям, постановке на кадастровый учет. Далее блок лесной отрасли. Это обеспечение доступности информации в проведении аукционов и формированию прозрачной методики расчета стоимости древесины на корню. Организация работы по проведению полного лесоустройства на всей площади лесного фонда Республики Коми. Возобновление региональной программы по переработке отходов лесоперерабатывающих предприятий Республики Коми, в том числе по использованию древесного топлива в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Коми для решения проблем с переработкой отходов и балансовой древесины лесоперерабатывающими предприятиями Республики Коми. Инициирование рассмотрения на федеральном уровне вопроса обеспечения доступа к общераспространенным полезным ископаемым при строительстве лесных дорог лесозаготовительными предприятиями. Приоритетное привлечение к строительству объектов социальной инфраструктуры на территории Республики Коми лесоперерабатывающих предприятий, зарегистрированных и осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района. Ориентирование на продукцию районного производства при строительстве и ремонте социальных объектов, а также домов по переселению из ветхого жилья, предоставление приоритета местным лесоперерабатывающим компаниям
при участии в конкурсах по обеспечению домов печным отоплением, предоставление льгот и приоритеты по участию в тендерах, аукционах для предприятий, зарегистрированных и осуществляющих хозяйствующую деятельность на территории района. Далее общие такие вопросы. Это соблюдение сроков рассмотрения и порядка определения рыночной стоимости при выкупе арендуемого государственного или муниципального имущества. Соблюдение процедуры сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов. Соблюдение процедур при организации розничной торговли на территории муниципальных образований, разработка схем размещения нестационарных торговых объектов, предоставление земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов с учетом схем их размещения и с проведением конкурсных процедур. Содействие в передаче социальных и образовательных услуг в государственный сектор, развитию социального предпринимательства в сфере социальных услуг. Это здравоохранение, культура, образование, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство. Пересмотр административных регламентов на предоставление работ услуг субъектами малого и среднего предпринимательства на предмет соответствия к федеральному и региональному законодательству и сокращение сроков предоставления данных услуг. Увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме через многофункциональные центры. Обеспечение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его владения и долгосрочное пользование субъектом предпринимательской деятельности. Создание на сайтах муниципальных образований раздела по предпринимательству с актуализацией информации о поддержке СМП на всех уровнях, сделав ее понятной и легкодоступной. Исключение практики заключения муниципальных контрактов без обеспечения средств на их реализацию в местном бюджете. Активизация инициативы и усиление роли коалиционных советов по малому и среднему предпринимательству при администрациях муниципальных образований, проведение заседаний совета не реже одного раза в квартал с обсуждением проблемных вопросов и выработкой инициатив. Далее от крестьянско-фермерских хозяйств. Я еще немножко. Установление льготных тарифов на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей. Установление разумных ставок арендной платы за использование земель сельхозназначения. Изменение требований к проведению торгов по поставкам сельхозпродукции в социальные учреждения в части распространения практики поставки продукции по графику. Ну, по строительству я повторяться не буду, эту сферу мы уже обсудили. Так, у нас кто хочет выступить? Наверное, услышать, какие проблемы заинтересованы. Ясно. Значит, сейчас... Да. Значит, вот я вкратце прошелся, потому что было на круглых столах. Сейчас я ненадолго дам слово прокуратуре, а потом мы начнем уже дискуссию. Здравствуйте, коллеги. Буквально 5 секунд. Я не буду там много говорить по поводу того, что делает прокуратура в сфере защиты ваших прав от административных барьеров. Да, там буквально пару цифр приведу. Там порядка 1300 нарушений по прошлому году выявлено в органах государственной власти и местного самоуправления. Только нормативных правовых актов 228 штук приведено в соответствии по результатам мер прокурорского реагирования. Это и административные регламенты, и прочие вопросы, которые касаются именно, в основном, конечно, оказания государственных муниципальных услуг. На чем хотелось бы заострить внимание, вот сейчас, когда вопросы часть с вопросами с вашими пойдет. То есть прозвучало много проблем от Игоря Яновича, да? То есть для понимания просто роли и места прокуратуры в этой работе. То есть вопросы сокращения сроков предоставления государственных услуг, да, там, по разрешениям, по земельным участкам, еще почему-то. То есть это вопрос, просто для понимания, это вопросы не прокурорские, это вопросы федерального законодательства совершенно. То есть вот то, что вам оказали услугу не в сроки, установленные законом, это вопросы к нам. Я могу разъяснить, какие за это существуют виды ответственности и что в данной ситуации можем сделать мы. Да?
То есть, ну, вот, просто в качестве короткой ремарочки хотелось бы сказать, что очень много проблем прозвучало. Практически все эти проблемы так или иначе попадали в течение там, прошлого года, предыдущих лет в поле нашего зрения. Вот. Но на что хотелось бы обратить ваше общее внимание, очень мало обратной связи именно у нас, как у органа уполномоченного на то, чтобы отрегулировать государственные органы и органы местного самоуправления на нарушение, очень мало обратной связи. То есть все проблемы, которые прозвучали, они у нас все выявляются. Ну, для примера скажу, в прошлом году проводили большую проверку по реализации на территории Республики Коми программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Там выявили порядка 400 нарушений. Но при этом у нас за всю историю, ну, как минимум моей работы, поступала одна единственная жалоба. Мы нашли 300 нарушений. Ну, все давайте понимать, что прокуроров возле каждого муниципального чиновника не поставить, поэтому пока вы к нам не будете обращаться, мы на эти нарушения отреагировать качественно и своевременно вряд ли сможем. Поэтому, то есть это касается абсолютно всех направлений, то есть то же самое, что прозвучало по муниципальным контрактам, да, у нас там порядка 200 миллионов по концу года неоплаченных муниципальных контрактов по республике, там само количество контрактов на порядка 2500. У нас поступила одна единственная жалоба к Архиросу, которую мы отработали, и, в принципе, там понимать уже начал получать деньги. Вот, в принципе, у меня все было. Нужна обратная связь. Да. Игорь Янович, скажите, пожалуйста, а вот к вам, как у уполномоченного, сколько жалоб в течение года поступает? Да, хотя бы порядок. Прошлый год было 14 год было 98, в прошлом году уже 152. Вот, Константин Владимирович, когда вы говорите о том, что за весь год к вам поступила одна жалоба, да, это очень такой серьезный маркер. И возникает вопрос, почему к вам так мало обращается? Вот предпринимать уполномоченному такое количество, да, мы все прекрасно знаем, что проблем очень много. К вам такое, да, то мне кажется, тут тоже есть смысл задуматься. Не одна жалоба по линии предпринимателей, то есть по линии предпринимателей у нас поступило порядка 300 обращений. Но с учетом масштаба нарушений, это очень мало. То есть одна жалоба это по линии неоплаты госконтрактов, одна жалоба по... Я поэтому хочу, мне кажется, здесь есть на чем задуматься на самом деле, и проблемы эти есть. И вот конкретная ситуация по Уссыльме прозвучала сегодня. Вот к вам обращались по этой проблеме? Вот как могло такое получиться, что нарушен закон, есть решение суда, и администрация этого решения суда законно не исполняет? Вот опять-таки возвращаясь к той же самой проблеме. Этот субъект предпринимательства впервые обратился за поддержкой к Игорю Яновичу, к нам, сколько я помню, там, на... Конец 14 года. Нет, конец 15 года. Сюда отправляли письмо в республиканскую прокуратуру, оно у меня есть, не сегодня, не здесь. Так что я всегда обращалась. О чем? Какие только инстанции, я не обращалась. Сейчас у нас была прямая линия в связи с празднованием торгового дня торговли. Меня туда, не знаю, каким-то чудом пригласили. Я еще являюсь председателем общественного совета предпринимателей Уссыльского района. Меня в последнее время, конечно, никуда уже вообще не приглашают. Тут как-то меня чудом пригласили. И когда я поприсутствовала на этом совещании, задала от себя лично вопрос по своей проблеме, по этому магазинчику кулинария, где я продаю, кстати, хлебобулочную продукцию. Я являюсь хлебопеком 20 лет. Моя продукция пользуется очень большим спросом, но не об этом. Самое-то главное, что мне ответил заместитель главы администрации Канев Николай Митрофанович. А мы вам и не собираемся это помещение продавать. Оно нам нужно, Екатерина Ивановна, для архива. Я говорю, так архиву это помещение очень маленькое, оно ничего не даст в развитии архива нашего района. Подумаешь, к вам ходит 5 человек, а туда ходит весь район. Я специально пошла, взяла все чеки со своей кассы, посмотрела, у меня ежедневно посещает 100-120 человек маленькую кулинарию 16 квадратных метров, где продается хлеб и мясная продукция, полуфабрикаты, которые я тоже произвожу уже более 10 лет. Понимаете, в чем дело? У нас уже сложилось мнение у предпринимателей Уссыльмского района, извините за выражение, или удобный наш глава, но неудобный Уссыльмскому району, но вы, пожалуйста, помолчите. Вот я привезла газеты с 2013 года с Игорем Яновичем, вместе мы бьемся с этой проблемой. Павел Валентинович знает эту проблему, пытается нам помочь. Лапшина Галина Анисимовна. Они с ним неоднократно говорили, ну в чем проблема, почему этот человек постоянно пьет нашу, извините, кровь?
не только у меня. Я вам сейчас уже, раз уж встала, извините меня, еще кратко скажу. У нас нужно проводить уже серьезное расследование в отношении какой-то коррупции, может быть, и пользования служебным положением нашего главы. У нас пострадало очень много предпринимателей. До Игоря Яновича, когда появилась эта структура в нашей республике, сразу пострадали. Молокозавод закрыт, где выселили людей 13 человек, сказали, вы, пожалуйста, выходите, мы сейчас на ключ закроем. Вышли люди, до сих пор молокозавод закрыт, Устильма в период межсезонья находится без молочной продукции полностью население. Понимаете, если все это вот расследовать, вы нас когда-нибудь соберите за круглым столом, поговорите с нами, мы вам все расскажем. Мы уже просто-напросто вот сейчас думали, ехать, не ехать снова. Ну, наконец-то я собрала несколько предпринимателей, мы приехали, потому что мы перестаем во что-то уже верить. Ситуация очень накалена в Уссылимском районе. Она не позволяет сегодня развиваться экономике нашего района. Мы в 90-е годы предприниматели, базовые предприятия, где работает от 80 и более человек работающих, сегодня в каком-то гонении находимся. Вы понимаете? Нам трудно работать, мы морально ущемлены, как предприниматели. Для нас не существует, для наших предпринимателей, которых он выделил особую группу, никаких законов. И вы знаете, что мне сказал Николай Митрофанович? Я, конечно, не хотела об этом говорить, но я, конечно, скажу. Он мне сказал, эти законы, Екатерина Ивановна, которые вам позволяют выкупить это помещение, издает Москва. Я говорю, а мы-то в какой стране живем? У нас что, отдельное государство образовалось, Уссылимский район? Давайте референдум тогда какой-то, наверное, по Уссылимскому району уже проводить. Вот какой уже у нас беспредел, понимаете? Извините, я больше не буду время отнимать. Здравствуйте. Конец Николай Митрофанович, тот самый зам, который не позволяет покупать имущество в рамках администрации Уссылимского района. Значит, сразу по помещению, которое Екатерина Ивановна хочет купить. Да, действительно, есть закон, 159, по-моему, да, который позволяет арендатору, который более 5 лет арендовал помещение, его выкупить. Этот закон почему-то не спрашивает о том, а муниципальные власти хотят его продать или не хотят. У нас есть план приватизации, в который это помещение не включено. Ладно. Есть закон, мы должны выполнить. Естественно, мы были против, поэтому Екатерина Ивановна подала в суд, и суд она выиграла. На сегодняшний день в нашем распоряжении есть решение суда о том, чтобы продать Екатерине Ивановне помещение в муниципальном здании. Решение звучит так: оценить и продать. На сегодняшний день заключен договор оценки имущества. После того, как оценка имущества будет произведена, мы заключим договор по продаже этого помещения. По этому вопросу все, я думаю, да? Наша позиция, почему мы не продаем, я еще раз повторяю, потому что в планах администрации не стояла приватизация этого помещения. А почему не стояла? Вопрос-то к вам один. Вы знаете, мы сейчас можем каждый рассказывать, кому, чего. Вопрос к вам один. На каком основании вы не исполняете федеральный закон? Может, вам не нравится, вы можете с ним не соглашаться. Но как можете вы не исполнять закон и демонстрировать всем своим жителям, вы там власть, что это можно делать? Вот вы это объясните. Это просто в голове не укладывается. Не все так, как говорит Екатерина Ивановна. Да вы сами произнесли, что это не в ваши планы приватизации не входило. Ну и что не входило? Она по закону к вам обратилась? В соответствии с законом. По закону мы делаем. Сейчас закон. Так почему вы тянете? Почему вместо того, чтобы человеку заниматься, вы заставляете ее ходить по судам? Одной инстанции, второй инстанции. И почему нужно вот выносить сюда на республиканский уровень проблему, которую вы, как должностное лицо, обязаны были давно решить? Вот об этом идет. Кому верить-то дальше после этого? Вы знаете, я еще есть заковыка. Вот это помещение в свое время принадлежало типографии. В типографии была вентиляционная шахта в этих 16 квадратных метров. Многие предприниматели хотели ее окультурить. Ну, что-то там решать какие-то предпринимательские вопросы. Все отказывались, потому что она была в ужасном, плачевном состоянии. Там стояли сплошные трубы огромные. И вы знаете, я взялась его и сделала. Мой, конечно, муж, который много сил туда вложил, он говорит: Екатерина Ивановна, у тебя его, может, и потом отберут, тебе не дадут. Вы представляете, как и случилось? Глава поменялся, стал новый глава, и в 2011 году он сразу мне прислал письмо: Екатерина Ивановна, тебе нужно выйти из этого помещения.
помещении. И вот с тех пор идет борьба. Давай, Мария Ивановна, слово. Поскольку я являюсь все-таки федеральным экспертом в сфере земельно-имущественных отношений, и закон называется, номер его 159 ФЗ, да, действует он у нас еще где-то до июля 2017 года, а потом мы сейчас готовим предложение о включении этих положений, сохраняющих преимущественное право арендатора на выкуп имущества, в закон о приватизации, в основной закон. Значит, что я могу сказать относительно того, что муниципалитет считает, что он не должен давать вот такую возможность предпринимателю, потому что у него другие планы на помещение. Вот еще на заре принятия закона в 2008 году состоялся Конституционный суд, который вынес определение по жалобе администрации города Благовещенска. Зайдите в интернет, найдите эту жалобу, где суд написал черным по белому, что муниципалитет должен иметь только то имущество, которое ему необходимо для оказания муниципальных услуг. А право арендатора выкупить, оно безусловное и не требует никакого согласия от муниципалитета. Поэтому в связи с тем, что вы нарушаете закон, причем, видимо, у вас не очень грамотные юристы, вы просто не знаете, что вы его до такой степени нарушаете, все эти вопросы уже давно разрешены. И, естественно, закон на стороне предпринимателя. Как можно быстрее необходимо исполнить решение суда. Мой вам Коллеги, а такой где совет. архивы, когда муниципалитеты будут держать, а? Какой архив на 16 квадратных метрах? А где архивы до того, как отдали много лет назад? Держали? Я стесняюсь спросить. Предприниматель Былина, Воркута. Общественный помощник уполномоченного Воркуты. Ольга Викторовна, почему в прокуратуру и прокуратуру, простите, Константин Владимирович, почему к вам меньше, чем, например, к ребятам? А потому что я неоднократно получал ответ с прокуратуры, согласно 45-го приказа пункт 2.2, мы принимаем меры только в том случае, если нарушены конституционные права, и пошло-поехало. Неправильно немножко трактовка. Трактовка не я, нет, подождите, поэтому к вам не обращаются. Хотя в этот момент, начиная с 2008-2009 года, в Воркуте пересажали всех, руководство полностью, мы на них жаловались. Ответ такой: не нравится, идите в суд. Это обращается общественный товарищ. Если я, как гражданин Российской Федерации по Гражданскому кодексу, я сам пойду в суд отстаивать. Не надо общественника. Ну, вы понимаете, в свое время Петр I, когда что-то неправильно говорил, он языки чиновникам отрубал. Мы не кровожадные. Но нужно принять такой закон, чтобы вот эта форма вашего ответа, что вы в случае несогласия можете либо в вышестоящую обратиться, но это еще ладно, в административном порядке будем решать вопрос, либо в суд. Это был рекомендательный характер, а не норма, знаете, к действию. Мы не будем этот вопрос решать, это не наше, идите в суд. Да мы и так знаем, что в суд мы хотим в досудебном порядке, для того общественность не нужна, чтобы решить этот вопрос. Поэтому у вас там одна или меньше, я согласен. Я говорю, я вам покажу эти бумаги. Ну как же можно, если я на это жалуюсь, их сажают всех пачками, а прокуратура не видит нарушения. Это один момент. Давайте, может быть, разделим все-таки. Не видит нарушений. Да. Видит нарушение, проводит проверку и говорит, что там все хорошо. Последний пример очень хороший. Либо мы говорим о том, что когда вам приходит ответ из органов прокуратуры, Да. о том, что для этого есть специально уполномоченный орган, который за этим надзирает. Правильно. Вот давайте как-то разделим их, потому что у вас получилось все в одной корзине. Хорошо, давайте разделим. Давайте. Написал мне ответ, отправили в администрацию, администрация мне дала отписку, я пишу опять в свою прокуратуру. Ребята, если вы так будете действовать, я буду расценивать как бездействие. Решили, отправили представление в прокуратуру, наказали кого? КУМИ, как раз товарищ, который отвечает за вот это. Почему же с первого раза-то это не сделали? Потому что есть во-первых, есть специальные процедуры по обжалованию. Неправильная процедура. Неправильно. Если со второго раза один написал, они говорят, да мы не пойдем больше в прокуратуру, что в нее ходить? Неправильная ваша позиция. Да это не моя позиция, я-то добился, а вот основной масс. Позиция прокуроров районов, городов, понимаете, то есть нужно вам каким-то образом еще, так сказать, посмотреть. Нет, я понимаю, этот вопрос всегда он вызывает возмущение. Это то же самое, я могу другой пример привести. Ко мне каждый день приходит по 80 жалоб о несогласии с размером оплаты за жилье, за квартиру от граждан. И точно так же эти 80 граждан, когда эти жалобы уходят в комитет ЖКХ наш, возмущаются, почему я обратился к прокурору, а они пошли в комитет ЖКХ. Извините, есть специально уполномоченный орган для решения этой проблемы. Те проблемы, которые обсуждаем мы здесь, 159-й федеральный закон. Кто за ним надзирает, кроме прокурора? Никого. Оплата муниципальных контрактов. Кто за этим надзирает?
Мы, либо может быть ФАС немножко, и контрольно-счетная палата с муниципалитетом, но мы туда эти жалобы не отправляем. Давайте определиться, там, где есть исключительная компетенция прокурора, эти жалобы все остаются в прокуратуре и должны получить надлежащую оценку. Если они не получили, ради бога, обращайтесь к нам. Мы отрегулируем и своих работников, и тех, кто там в муниципалитетах не отработал. Но говорить о том, что все жалобы, которые... Вот такой дверь на ключ, поставим 2 биотуалета и кофе. И решим хотя бы 2 вопроса, один вопрос единственный. И пока мы его не решим, мы отсюда не выйдем. Вот давайте вот конкретный вопрос. Почему вы, Ольга Викторовна, спросили, почему не исполняете? Я вам могу сказать, потому что город, администрация, оказывается, не только в Воркуте подменяют обыкновенное понятие. Общий план приватизации никакого отношения не имеет к 159 закону. Не имеет никакого отношения. Вы вот на федеральном уровне получали хоть одну жалобу от муниципалитета, что несоответствие разных нормативно-правовых актов от муниципалитета, я больше чем уверен, что их все устраивает, никаких. Но я со своим муниципалитетом... Что в Воркуте, что в Устюге, что в 59... Я со своим муниципалитетом говорю, они говорят, да мы не сможем его физически выполнить, потому что нам на всю приватизацию надо 4 месяца. Знаете, вот я в своих предложениях главе республики по результатам вот этих наших, так сказать, столов касаемых административных барьеров я прописал. У нас в Республике Коми есть некий документ, ну, конкретный, да, я не буду называть его номер, где у муниципальных органов власти есть оценка эффективности деятельности по концу года. Так вот я предложил, и сейчас предложу вот по окончанию нашего круглого стола, и я по результатам сказал, что анализа своего, прописать вот в этих оценках эффективности, что наличие, глава будет нести ответственность персональную при наличии обоснованных жалоб от субъектов предпринимательской деятельности, подтвержденные либо прокуратурой, либо решением суда. Вот тогда они задумаются, когда по концу года такие документы будут. А у нас, вот допустим, по 2015 году я могу выдать половине муниципалитетов подобные документы. Понимаете? А сегодня, когда в эффективности деятельности никаких показателей нет, ну как-то и спроса с них по сути. Можно 2 предложения, я не знаю, какой какой. И все, я ставлю их на общем. Первый вопрос. Запретить муниципалитетам говорить следующим образом. Это не мы, это прошлая власть. Сменой руководства не меняется власть. У нас власть поменялась, когда царский на коммунистический, коммунистический на капиталистический. Как вы это оформите, я не знаю. Пока это будет. Второй. Признать в Республике Коми, например, отсутствие финансирования или финансовых средств на решение какого-то вопроса проблемой. Это нужно признать вопросом, требующим решения. А когда ты приходишь и говорят, то нет денег, я говорю, покажите мне хоть один федеральный закон, в котором написано, что если деньги есть, мы делаем, а если денег нет, то мы можем это не делать. И в конечном итоге мы всегда приходим, что предприниматель остается крайний, потому что когда-то в первую очередь нарушено... Это все понятно. У нас вот, кстати, если вы... Вот эти 2 вопроса надо как-то оформить, то есть, тогда будет толк. Исключить вот эти заключения муниципальных контрактов при наличии денег на... Знаете, у меня какое предложение, коллеги? У нас осталось меньше часа. Проблем, которые вы назвали, огромное количество. Я думаю, что если сейчас каждый приведет какой-нибудь пример, который не эпизод в его жизни, а система, которая мешает работать. И мы так с вами здесь друг другу все это расскажем, дальше никуда не продвинемся. Давайте мы все-таки сосредоточимся на том, что мы сегодня реально можем сделать, чтобы этого не происходило. Поэтому вот, Константин Владимирович, о чем говорите вы. Вот чтобы проблема решалась, она должна быть признана. Эта проблема есть. Вот у нас сегодня есть коррупция? Есть. У нас есть заинтересованность прямая отдельных чиновников лоббировать эти интересы и не давать по закону? Есть. И у нас сегодня очень серьезная проблема, мы тоже на своем примере можем привести. Все письма, все обращения, которые к нам идут, что на республиканском уровне, что на федеральном, они все начинаются с одной фразы. Куда человек писал? А человек писал всюду, включая космос. И везде получилось, что никто ничего не может сделать. Но потом ты, когда начинаешь разбираться, выясняется, что если поставить перед собой задачу помочь, то все равно ты найдешь возможность и сделаешь. Поэтому давайте мы подумаем, что мы можем сделать, чтобы не просто вот Екатерина Ивановна сегодня решили, она уедет отсюда довольная. Как всем остальным помочь? Может быть, мы давайте, давайте проанализируем вот эти все обращения, что у нас там системно не срабатывает,
где прокуратуре не на отдельных обращениях сосредотачиваться, да, а в деятельности и муниципалитетов, и органов государственной власти, в деятельности собственной прокуратуры, потому что прокуратура на местах, Константин Владимирович, вы тоже об этом знаете, и там есть проблемы. Как сделать так, чтобы они там на местах стояли на страже закона? Давайте мы определимся, вот эти реальные вещи, которые ситуацию позволят изменить. Потому что вот мы сейчас посмотрели с Павлом Валентиновичем, да, 2006 год, 2007 год, 2008, 2010, мы, оказывается, говорим об одних и тех же проблемах. Жизнь идет, значит, все где-то развивается, а почему эти люди сталкиваются постоянно с одним и тем же? Поэтому вот я бы хотела, чтобы и от сидящих здесь конкретно, что нужно обязательно сделать, чтобы эта ситуация поменялась. Можно? Значит, один момент, да? Хорошо. Вот да, отвечая на вопрос, можно, ну, как бы предложение конкретно. Да, Мартыненко Владимир, да, предприниматель, давно уже, ну, как бы все проблемы. Не пользуюсь государством. И Сатырдин, работаю на территории Сатырдина. Предложение конкретное, системное предложение. Сделать самым главным закон сегодня, ну, на нашем республиканском уровне или там районном уровне, главный закон – развитие экономики, развитие предпринимательства – это главный закон. Все остальные законы, они подчиняются этому закону. Вот примерно такое. Если чиновник находит на какое-то предложение предпринимателя о своем развитии какие-то законы, которые не может он сделать, значит, он неправильно принимает эти законы. Он не понимает проблем, он неправильно описывает. Он отписывается от решения этой проблемы или этой возможности развития предпринимательства. Главный закон – развитие экономики нашего региона. Вот это главное, с этого надо плясать. И если чиновник просто говорит, это невозможно, он всегда находит вот эти закончики, подзакончики, говорит, я не могу, юридически это не могу, юридически этот человек прав, юридически я прав, юридически прав его служащий и так далее. Главный закон развития. Я прошу это принять. Ну, как бы. Мы записали. Игорь Янович, будет пока пауза. Екатерина Ивановна уедет в Сейм, неправда, она уедет с вопросом нерешенным. Это раз. Те, кто приехал с ней, уедут нерешенные. Поэтому та резолюция, которая в принципе готова к главе, я считаю, что и вот и Оля Викторовна четко понимает и поддержит нас, что вот нужно построить так, а все практически находятся в одинаковой ситуации. Вот если мы решим для Носовой эту проблему, которая набьется уже там не один год, да, то и практически все проблемы будут решены. Вот сидит предприниматель, который занимается 170 домов в Печоре, 1,5 миллиона денег должны, решение суда есть, у приставов все документы, да, ему не платят. Иди, говорит, муниципальное образование. И господин Соснора там, да, пришедший господин, вот вышел человек, замглавы администрации, сказал, да, он же закон-то не исполнил. Какие меры воздействия на него будут? Носова-то уедет, она не знает, что он, какое будет наказание ему, или не ему, там, главе и так далее, там, всему этому аппарату. Уже заколебала этот Сильма, потому что постоянно, каждый раз, на каждом форуме, на каждой встрече, у Сильма, Печора, Сатырдин, Пижма, Мижма, ну что это цирк какой-то. Если Носова не уедет удовлетворенной, значит тогда нечего делать вообще. Давайте, Игорь, подождите секунду. Идеи Ольги Викторовны по систематизации, да, и вопросов все-таки перехода к некому системному решению вопроса, системному подходу, потому что сейчас действительно мы обсуждаем отдельные проекты, которые, в принципе, ради этого и функционируют уполномоченные по делам предпринимателей и прокуратура, но все-таки есть подход другой. Есть подход системный, а именно, то есть мы видим проблему, эта проблема не единична, мы находим решение, которое связано не с решением этих отдельных проблем, а предотвращением появления этих проблем. Собственно говоря, в мае, когда было по результатам Госсовета по поддержке малого бизнеса поручение президента по внедрению мер поддержки предпринимательства на муниципальном уровне, именно об этом и шла речь. Речь не о том, чтобы давайте попытаемся сейчас разрешить постоянно появляющиеся проблемы. Давайте сделаем так, чтобы они предотвращались.
давайте сделаем так, чтобы эти проблемы не возникали, чтобы правила игры были четкие и понятны и однозначно трактовались. С этой точки зрения это поручение как раз в плане реализации имеет практическую сторону. Совместно с опорой России, деловой России, агентство было подготовлен так называемый сборник таких вот практик тех муниципалитетов по всей Российской Федерации, где смогли внедрить вот такие вот правила, такие решения, которые позволяют, собственно говоря, не реагировать, а предотвращать. Это решение по, собственно говоря, ну, вот, системным вопросам и мерам поддержки. Атлас муниципальных практик, абсолютно простое название. Поручение президента исполняется как раз в следующем ключе. В каждом субъекте муниципалитеты выбирают список тех практик, которые необходимы для внедрения. Это совместное решение, которое принимает регион, республика, муниципалитет, в идеале бизнес-сообщество, какие практики нужно внедрить в этом муниципалитете. Хочу сказать, что те вопросы, которые были названы в начале, это и карта свободных участков, и разработка паспортов, МФЦ, разрешение на строительство, даже, собственно говоря, механизм оценки эффективности глав муниципалитетов. Это есть уже эти лучшие практики, есть примеры, как это работает. И, в принципе, решение о том, что эти практики, которые отработаны, которые приняты решение, есть поручение президента о том, что их нужно внедрять в муниципалитетах, есть путь по тому, как, собственно говоря, добиться, чтобы это работало в республике. Разработать определенный алгоритм действий. То есть человек, обращаясь в тот же комитет муниципального имущества, четко должен знать, какой пакет документов нужно сформировать, а не так, что сегодня я профессионал, я работаю в КУМе, я знаю всю эту подноготную, я ему говорю, так, дай-ка мне вот эти вот 10 документов, да, причем практически всегда это возникает на словах. Потом, когда человек пишет заявление, ответ, ну, нету одной бумажки. Возврат. Ну, так ли? Можно один момент? А вот когда к вам субъекты предпринимательства обращаются с такой проблемой, да, вот потому что 159-м, если мы сейчас говорим, вот вы хоть одному из них задали вопрос, а вы прочитали статью 4 159 федерального закона, где весь механизм, все, что надо представить, оно прописано. Я уже не говорю там про муниципальное образование. Так вот проблема-то в этом и получается. Я вам знаете, что хочу сказать? И, к великому сожалению, сами чиновники не читали это. Я согласен. Понимаете? Я согласен с тем, что чиновник вы читал. знаете, Понимаете, проблема-то в чем? Если у нас субъект предпринимательства, он почитал, посмотрел, какие ему нужно бумажки приложить. Не то, что ему там чиновник в кабинете сказал, что мне нужна еще такая-то справка, а прочитал административный регламент. Там первое, второе, третье, пятое, десятое, да, что надо приложить. Он это все приложил, отдал, прошло 30 дней, предусмотренные 159 федеральным законом. Нет решения. Прибежал в прокуратуру и сказал, привлеките, пожалуйста, к административному. Решение есть, пишут. Нет там справки, на 29 день направляют ответ. Нет справки. И поехали по новому. А почему сразу не представили все? Да потому что на словах говорят, нет четкого источника. Нет, так там даже если все представил, там или устарело, или... Не умеют читать законы. То есть, я извиняюсь, я так понимаю, проблема в том, что нету доступного, понятного источника на простых словах предпринимателя. Я извиняюсь, он в колхозе, у него 2 класса образования, он делает какую-то работу нужную, да, для населения. Не его забота, как это все правильно оформить. То есть нужна комфортная точка входа и сопровождения его деятельности. Это власть, исполнительная власть, которая должна исполнять эти регламенты и помогать исполнять их гражданам. Так вот, если граждане, я извиняюсь, футболом занимаются гражданами, да, как мячиком, от одного чиновника на регионе, значит, это злоупотребление властью или некомпетентность, или непрофессионализм. Вот я слышу 2 проблемы, исходя из того, что сегодня озвучивается. Первая проблема это проблема того законодательства, которое уже существует, его надо оптимизировать. Соответственно, нужны конкретные предложения в качестве задания для депутатов, а не в селах муниципалитетах же тоже есть. Их представители, тех же предпринимателей, их же избирают те же люди и жители, дальше есть областной госсовет, куда надо направлять предложения именно по гармонизации существующего законодательства. Но и есть
те проблемы, которые просто неисполнение законодательства или некачественное исполнение законодательства. То есть оно есть, оно нормальное, рабочее, но людям просто не разъясняют. Вот сказать того, что с людьми неправильно работают или не работают. Отсутствие здравого смысла. Да. Соответственно, вот эти две проблемы, то, что требуется законодательного регулирования, и то, что требует, я извиняюсь, просто повышения эффективности власти. Вот давайте как бы вот это два направления. Но я хочу сказать одно. Я вот слушаю, я извиняюсь, выступают одни общественные помощники уполномоченных прав по предпринимателям. А почему предприниматели-то молчат? Я условно вот одного человека. Можно? Вот я сейчас я хотел сказать, что без вашей активной позиции на местах никакого результата и изменений не будет. Если вы, я просто закончу коротко, да? Есть масса сегодня работающих общественных институтов, куда вы можете обращаться. У нас есть площадка Народного фронта, где представлены практически все эти институты. Если не получается решить вопрос на муниципальном уровне, поднимайте его на областной уровень. Куда обращаться? Есть исполком Народного фронта областной, есть общественные организации, профильные предпринимательские. И если уже здесь не получается решать этот вопрос, даже если это региональная проблема, и она стоит внимания федерального уровня, мы поднимем этот вопрос на федеральный уровень. Если эта проблема общефедеральная, мы ее сразу поднимем. Если вы как спикер сегодня в состоянии озвучить эту тему, мы как вас, как активиста, будем к этому привлекать, в том числе и на федеральном уровне, и на региональном уровне. То есть мы готовы предоставить как площадка лифт, но активность за вами. Если вы не встанете и не начнете толкать эту историю, сегодня есть все инструменты, их надо просто начать использовать. Я слышу, не верят. В эти инструменты можно верить. А Народному фронту вы знаете, кто лидер. Как раз, значит, давайте вот Александр, предпринимателизма. Значит, более 2 лет уже ведется переписка, борьба с чиновниками Нижинского района. Никак не можем решить вопрос. Обращались и в прокуратуру, и в полицию обращались. Стопка у нас, к Игорю Яновичу пока не обратились, это последнее было наше отчаяние. Вот мы сейчас здесь и оказались, значит. Вот вы говорите, что закон немножко надо, то есть закон надо изучить, а потом с ним выступать. Мне прежде чем идти в поликлинику, что надо стать, получить медицинское образование, что ли? Я обратился к чиновнику с вопросом, он на месте ничего не решает. Я в милицию, милиция руки разводит, мы ничего не знаем. Наш представитель в Сыктывкаре чем-то обучается. Ни на один вопрос не ответили. Глава сельского поселения перекидывает на администрацию, И мы по кругу 2 года пишем письма. Вот что делать? Кто? Первый вопрос. Первый вопрос. Компетенцию 0. Первый вопрос. Кто? Куда обращаться на чиновников, на их действия или бездействие? Местных чиновников и полиции. Я обращалась даже в налоговую полицию, ездила в Печору. Это нелегальная торговля, которая ведется на неопределенных местах. Они приезжают толпами по всей Коми, по всей. У меня брат живет в Печоре, только говорит, отъедешь от Ираэлис. В этом. Они везде, со всех регионов, 43-й, все. Они платят где-то у себя. Они российские предприниматели. Они показывают, что он предприниматель, он имеет право. И он говорит, да, вот какой-то закон там, вы не соблюдаете эту конкуренцию. Вот эта конкуренция. Но этот человек у себя дома, мы 100% уверены, показывает нулевой доход. И он ездит, мы-то платим, мы никуда не можем уйти от этого, мы платим налоги, а наши чиновники говорят, он имеет право, он должен получить разрешение, он должен, если я плачу миллионный налог, я уже с ним не в конкуренции. А их толпы, они бросили свои вот эти все дела, получили свою бумажку, он российский предприниматель, и он ездит по всей Коми. Сегодня 3 дня тут, 3 дня там. В Нишабо же были, у нас вот была в экономическом отделе глава, сейчас ее нету. Она говорит, я пришла в Дом культуры, они там что-то жарят. Жарят и говорит, потом я говорю, что же вы делаете? Они, говорит, за мной бросились, мы, говорит, вам заплатим. Они платят в карманы. У нас в клубе везде, вон куча у меня розовых этих бумажек, ликвидации, конфискат. Мы, может быть, маленькие, но все равно мы приносим доход. Мы платим исправно. В прокуратуре у меня куча бумаг. То муниципаль. Сначала они вставали, знаете, где в домах, земли, где вот эти самые, для жилья. Вставали люди, пока мы не обратились, сельское поселение говорит, мы все выполняем, мы все правильно делаем. Пришли, этого сейчас не стало. В клубе стоят прокуратуры бумаг. Только мы сейчас, если не побьем Гапликову, пойдем дальше к Путину. Ну, не знаю, может быть, мы это, налоги ведь тоже, приходит Гапликов, говорит, да, собираемость налогов должна быть, где эта собираемость? Мы просто скоро все закроемся. И тоже так же встанем и поедем куда-нибудь. Может быть, на Англию.
Участковый пришел, первый день Это закон. маленьких Глава администрации проходит, голову опустил, пошел дальше. Как будто ничего не А происходит. я говорю, ничего не знаю. Говорю, а что мне делать? А он говорит, Куда идти не жаловаться? знаю, говорит, мне с Картироса обратились вот предприниматели. Он говорит, 2 магазина закрыл и тоже ездит. Обратились в прокуратуру, через 3 дня или 4 дня пришли, никого нету. Пришла бумага, а там никого нет. Я считаю, что это нарушение налогового кодекса. Если какой-то там указ президента, все берутся, ой, не кошмарьте этих приезжих торговцев, не кошмарьте. И все вот этому. А ведь никто не отменял налоговый кодекс. Никто законы не отменял. Почему все так рьяно кидаются? Просто удобно говорят, это непопулярные меры для администрации. Им легче ничего не делать, чем что-то начать делать. Они сидят как пазлы у себя на своих местах и не шевелятся. Если мы здесь чего-то не решим, мы пойдем дальше, это точно. Вот вопрос. Есть участковый. Участковый. Почему нельзя просто по акту изъять незаконную торговлю? Они незаконные земли. Я ему говорю, ты посмотрите, узнаете. Наш сотрудник в Сыктывкаре на обучении. Все ответили. Вы очень правильно говорите, на самом деле, те люди, которые работают на территории, эти люди, они не должны. Но это надо выносить на... Что закончилось? Игорь Янович, у меня есть реальное предложение. Дорогие друзья, я также помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей города Интал Абонас Иван. Я хочу внести реальное предложение. Персональную ответственность нужно внести на чиновников, которые занимаются выдачей разрешений и всем остальным. И также во все контролирующие органы, которые нас контролируют, персональную ответственность на тех работников, которые производят этот контроль. Пока этого не будет, нас будут иметь во все и как хотят. Поверьте мне, все правильно. Они не несут никакой ответственности, правомерно, неправомерно. Никто никакой ответственности не несет. Мы несем, они нет. Вот и все. Реально. Уважаемые коллеги, у меня есть такое предложение. Вы знаете, многие ситуации, о которых сейчас было сказано, они известны нам. И что бы мы ни делали, мы в самом деле бьемся как головой об стенку. Екатерина Ивановна, у меня такое предложение. Надо изменить систему выборности наших глав. До тех пор, пока главы на местах будут выбираться, они ничего, ни одно решение, вернее, глава республики ничего с ними не сможет сделать. Вот в том случае, если они будут назначаться, вот тогда глава республики, того главу, который не исполняет свои должностные обязанности нормально, который гнобит бизнес, он сможет его снять с работы. Сейчас, что бы мы ни делали, как бы мы сейчас не взывали к разуму главы республики, с Поздеевым Густельным ничего не сделать, потому что он выборное лицо. Вы знаете, я с вами совершенно согласен, потому что ситуация в Усть-Сымле будет сейчас такой. Сейчас нужно оценку помещения провести. Эту оценку год еще могут мурыжить. 3 года хотят проводить. Будут эту оценку год еще мурыжить, это минимум. Я вам говорю точно и заверяю вас об этом. Потом не найдется денег, потом еще чего-либо не найдется в бюджете. Потом сделают оценку 10 это миллионов, а она еще будет оспаривать год. Все, это просто нежелание работать. Есть федеральный закон, который позволяет это сделать. Сегодня местные муниципальные депутаты выбирают по кандидатурам, представленным от главы области в том числе. Да, изменение федеральных планов и появление кадастровой стоимости, особенно на землях промышленности в этом году, которые зашкалены, и нам выгоднее закрыть предприятие, если земля варит. А где для кого-то идут налоги, они, естественно, будут уже под конец. А возразить женщину, которая была очень просто, у нас другая ситуация, где у нас, допустим, глава села Выльгард у нас пользуется уважением, среди предпринимателей, но она выбрана всем Выльгардом, народом, она работает на население. А, допустим, глава района, ну, администрация, подтвердилась администрация с нашей постоянно какие-то неувязки очень много, он назначен депутатом. Администрация не пробивает. Я не хочу накалывать, вы хотите здесь постоянно много. Не только чтобы вас послушать, потому что я вас уже какой-то 3-й или 4-й раз. И 4-й. Проблемы ваши знаю. Но мне хотелось бы вам кое-чего сказать. Я специально готовилась, но не велели делать презентацию. Обязательно прошу разместить ее на сайте, потому что там очень много цифр интересных.
Ну, в частности, если говорить о 159-м законе, который позволяет приватизировать, преимущественное право дает арендатору. Вы знаете, сколько с 2008 года по сентябрь 2015 года приватизировано по всей России помещений? Вот порядок назовите кто-нибудь. Думаете, миллион? Нет. 44 470 помещений по всей России. Вот такая сила сопротивления муниципального вот этого самоуправства, как я это называю, потому что это настоящее самоуправство. Поэтому то, что вы сейчас говорите, я не к тому, что мы не должны решать ваши проблемы, обязательно должны, используя для этого все законные способы. Но, к сожалению, эта история повторяется от субъекта к субъекту, и нигде нет порядка в этой сфере пока. Именно потому, что у нас, понимаете, вот вы говорите, чиновники принимают законы. Да, дорогие мои, чиновники не принимают законы. Законы принимают депутаты, которых, кстати, вы избираете. А чиновники-то, по идее, они, может, и думают, что они законы принимают. Они их исполнять должны. А как они их исполняют, они их даже не читали, дорогие друзья. Вот. Так они И несут второй момент. ответственность. Вот вы прокуратуру обвиняете, а я бы хотела заступиться. С 2012 года рабочая группа Генпрокуратуры с Титовым действует. Каждый год Титов представляет, это, значит, уполномоченный по защите прав предпринимателей, доклад президенту. Каждый год по итогам этого доклада дают поручения, которые не выполняются в основной своей массе. А вот если взять органы прокуратуры, с которыми у нас создана рабочая группа, да, вот казалось бы, есть результат реальный. Вы говорите, ответственность нужна, пожалуйста. По проверке в сфере земельно-имущественных отношений выявлено 23 тысячи нарушений, опротестовано 2,7 тысяч правовых актов, внесено свыше 4 тысяч представлений, возбуждено 116 дел административных правонарушениях, дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 400 должностных лиц, по направленным в органы предварительного расследования материалам возбуждено 3 уголовных дела. Вы понимаете, и законы не такие плохие. Если их нормально применять, и контроль работает. Это в России ведь, да? Это только по одному маленькому вопросу. Несколько таких, да, в России. Это очень мало. Это ничто. Народный фронт сейчас в Гафриковом. Я внес предложение по проведению данного форума, и опасения были следующего характера, когда мы стали с организаторами разговаривать, что люди соберутся для одной цели – выпустить пар. Поговорили, пошумели, покричали и ушли. Вот я раздал вам бумагу, вот эту, никто ее, к сожалению, мне не возвращает. Но вы скажите, пожалуйста, сколько здесь присутствует депутатов местных советов? Депутаты местных советов есть? Есть. Вот. А вот эти барьеры, которые сегодня я вам раздал, вот этот документ называется «Административный барьер», это 2006 год. Вот все, что вы сегодня отмечали плюсиками, коллеги, послушайте, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Коллеги, послушайте, пожалуйста. Вот этот документ, который я держу в руках, это калька у вас на руках. Это 2006 год. Вы поставили наверняка больше половины плюсиков. Вот Игорь Иванович сказал сегодня о газете, которую там 23 года предприниматель собирает. Вот кто читает хорошо, посмотрите, что написано. Любой ценой собрать больше налогов с малого бизнеса. Это 2009 год. И вот материалы форума 2005 года, город Сыктывкар, Республика Коми. Мы ходим по кругу. И сегодня нужно понять, а что предприниматель из Усыльмы, из Ижмы, из Печоры, я многих вас знаю лично, увезет с собой в муниципальное образование. Я написал себе несколько тезисов, которые хотел бы предложить вашему вниманию. Сегодня регион донор. Или регион репациент. Сегодня регион у нас, к сожалению, донором был перестал. И все муниципальные образования сегодня дефицитным бюджетом. Надо поставить вопрос. Вот сколько глава муниципального образования заработал от малого бизнеса, столько он получит из республиканской казны. Тогда он, может быть, зашевелится и будет понимать, что те деньги, которые он зарабатывает, это деньги в его казну. Все хотят рыбу. Прийти в правительство легче всего попросить деньги из бюджета республики. Республика из Москвы, и цепочка замыкается. Нужно давать не рыбу, а нужно давать удочку. Почему люди не обращаются в прокуратуру? Ну, я слышал, такое слово прозвучало. А потом что дальше? Прокуратура пришла и ушла, а предпринимателю жить. Поэтому договариваются, поэтому есть решалы, которые заходят в главе муниципального образования. Есть кланы, которые близки к главе муниципального образования. Есть изгои, которые близко не подпускают к телу.
Вот эта порочная практика должна быть прекращена. Поэтому давайте, коллеги, будем разговаривать о том, не какая у кого беда, а вот что мы начнем с завтрашнего дня, когда указ начнет действовать главы республики о развитии малого бизнеса. Без аукциона не могут его нам сдать. У них уже есть готовый какой-то проект для малого бизнеса, и они нам быстренько в течение месяца мы все это перезаключили, мы работаем дальше, магазин работает, люди работают, все продукция продается, налог сбывается, все хорошо. В другом муниципалитете та же самая программа. То есть та же самая проблема.